Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите прямое включение Саха-24 на ВК Саха, который будет потом, вечером повтор. Вы смотрите летний эфир. Снова у нас традиционно много интересных гостей, их немало. И первые гости, которые к нам пришли на летний эфир, это участники и представители фестиваля «Зажигай». Я бы хотел бы их представить. Слава, Анатолий, Данил и Дуня. Всем привет! Всем привет! Ну что, дорогие, расскажите нам, пожалуйста, Слава, с тебя начнем, ты как представитель и по возрасту, ты главный. Скажи, пожалуйста, когда прошел фестиваль и как он закончился, итоги? В этом году фестиваль прошел у нас 2 дня, 26-27 числа, приурочен был к Дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню молодежи. По итогам у нас, как обычно, ежегодно у нас около 20 направлений разных видов спорта, начиная от танцев, велоспорта, там, акробатики. Было также более 350-400 участников. Если я не ошибаюсь, извини, Слава, да, что перебиваю, а это 11-й раз уже прошел. Это 11-й фестиваль уже, да. Начали проводить с 2006 года, тех, кто не знает. Очень крупное мероприятие на Дальнем Востоке, наверное, самый крупный фестиваль. Угу. Также я знаю, что новый вид спорта появился. Новый вид с каждым годом. То есть каждый год мы, то есть мы говорю, но я тоже бываю иногда, помогаю ребятам. Ладно, началось, да, и футбольный фристайл, скажем. И какой же новый вид появился в этом году? В этом году появился новый вид, это скутер. В основном каждый год ребята интересуются чем-то новым, каким-то новым направлением молодежных видов спорта. Подходят к нам и просят просто вот их, пожалуйста, внедрите их, сделайте на фестивале такое же направление. Если достаточное количество участников набирается, то мы проводим новое направление, делаем соревнования среди них, поддерживаем, помогаем. Вот в этом году это был скутер, когда-то 3 года назад это была панна, когда-то там это были и там паркур также начинался. Вот. На первом фестивале вообще было 4 направления, поэтому мы стараемся поддерживать те направления, которые становятся там. Слава, ты заведуешь, получается, направление, это трекинг. Экстремальные виды спорта. Экстремальные, да, полностью все. И воркаут. Воркаут, паркур, трекинг, ну и в целом блок экстремального вида спорта, который проводится на территории скейт-парка. Вот. А так по каждому направлению у нас есть свои лидеры направлений, которые уже эти направления развивают на территории республики. По трекингу это вот к Анатолию. Анатолий, трекинг. Сразу, Анатолий, расскажи про свой вид спорта. Все-таки это спорт. Это сложный и тяжелый спорт. Просто некоторые телезрители не знают об этом. Ну, трекинг — это смесь боевых искусств и акробатики. Вот. И своего рода такая довольно взрывная и эффектная смесь. Вот. Ну, в принципе, что много рассказывать, могу показать парочку базовых Также скажу элементов. дорогим телезрителям, что Анатолий является чемпионом России по трекингу. Ну, браво, браво. Да. И он живет у нас в Якутии. Живет. Красавчик. Пока еще. Ну что, Толя, давай, мы много не будем говорить, а ты нам просто покажешь, какие трюки ты покажешь нам сразу заранее. Так, ну, я покажу базовые элементы из трекинга. Самые базовые. Начнем с ударчиков, а потом уже так немного посложнее. Ну и связочку какую-нибудь. Ну так смачно сказал, Толя. Ударчики. Ну давай, попробуем. Давай, Толя. Так, будь осторожен, у нас с камерой. Так. Так, Слава может комментировать, если что, добавлять. Кик 540, да. Трюк называется Cheat 900. Это трюки используются, может, видели, в тэквондо бывает, используются в капуэйре некоторые трюки. Сейчас коркскрю один из самых распространенных и популярных трюков в трекинге. Опа. Да, в гимнастике его называют рваный винт, рваное сальто, да? Вот, но у нас это считается. Да, давай связочку. То есть мы чуть-чуть подальше, да, отойдем. Я передвину эту тумбу нашу. Связочка. Так и называется. Так, чуть подальше можно, Толь. Ага, потому что ты начинал на репетиции. Да. Вау! Вот это да! Ну, Толя, ты удивил всех, и это у тебя легко получается, как чай выпить, я как заметил. А с разминкой все это ты делаешь? Конечно же, разминка — это всегда на первом месте. Конечно. Естественно, организм же надо подготовить. Сколько минут разминка? Обычно некоторые там 2 минуты разминку делают, а некоторые 15 минут разминаются. Ну, на самом деле полчаса примерно. Полчаса. Растяжка, да.
Если это побегать какой-то немного. тренировочный процесс, бывает и по часу разминка идет. Да, да. Ну, давайте вот смотрите, вы здесь сидите, мы забыли про наших других гостей, которые пришли, хотели бы рассказать про свои виды и направления. Это у нас Данил и Дуня. Итак, Дуня, все-таки джентльмен пропустит, Дуня вперед. Расскажи, пожалуйста, у тебя какое направление и сколько лет ты занимаешься своим видом? У меня направление роллерблейдинг, То есть, ну, вид, отдельный вид, это ролики, Ролики, как я да. понимаю. Мгм. который, в котором только 4 колеса и посередине там, где можно скользить. Ага, Там и что плоско. делает человек? Вот надел ролики, он же не просто катается, он делает Э, различные пируэты, трюки. Или да. как? Мгм. Ну, в скейт-парке в основном. Ну, я в скейт-парке делаю там разные там фронтсайд, соул. Дуня, у меня Разные. такой вопрос, да, возникает. Вот, все девушки, девчонки занимаются танцами. Может, кто-то еще в балет пойдет. А почему именно ролики? Ну, с детства катаюсь с братом. А Вместе. сколько лет ты занимаешься своим видом спорта? С детства это получается сколько лет уже прошло? Ну, с детства я 6 лет катаюсь. 6 лет. А тебе сейчас сколько лет? 15 лет. 15 лет. Ну, Ничего себе. В «Зажигай» я участвую как 3-й год. Ну, Успехи? Успехи хорошие. Первые места, вторые, третьи. Есть. А первое есть место? Первое второе? есть. И Есть. третье? Да. Ничего себе. Всё Каждый есть. год, да, получается? Сначала третье, второе и первое. В прошлом году не участвовала из-за того, что травма была. Ключицу сломала и не участвовала. А сколько у нас людей, которые занимаются этим видом спорта, как твой? Ну, их мало. У нас развивается этот вид Ну, спорта? развивается, но очень медленно. Мгм. Что нужно для того, чтобы вот сильно и быстро развивалось? Ну, людям, смотря, вау, типа, как И они уходят. это делают. Мне бы хотелось, но мне страшно. Ну, как-то так ассоциируют. Мгм. Ну, нам вот привычно в скейт-парке катаемся. А где можно научиться? Кому записаться? У нас есть группы ВКонтакте, в Инстаграме у вас. Ну, просто Есть сообщество ваше? сообщество. Агрессив-роллеров нету. Нету. Нет. Но надо создать, Дунь, тогда больше людей будет. Договорились? Хорошо. Ну что, Данил, теперь твоя очередь. Показывать ты не будешь в начале, а расскажи про свое направление. Самый скромный Данил. Самый скромный Данил. Самый скромный Данил Викутский. У меня направление самокат, точнее кик-скутер, правильно будет называться так. Сам самокат представляет из себя руль, дека, вилка и 2 колеса. Можно к нему докупать много вещей, например, как пеги, грипсы, наждак. Тебе сколько лет, Данил? Мне 12. 12 лет. Сколько занимаешься? Этим видом? Около 8 месяцев. 8 месяцев. Что тебя зацепило? Или кто тебе сказал, давай, Данил, заниматься будем этим видом? Да нет, я просто пришел в скейт-парк, познакомился с одним чуваком прикольным. Его зовут Данил Иванов. Он мне типа, давай все покупай, самокат вместе. Большое катать будем». спасибо Данилу Иванову за пропаганду. Данил, ну, наверное, ты нам покажешь свои элементы. До прямого эфира ты показывал нам 4 вида направлений, да, получается, вида. И сейчас ты можешь нам заранее сказать, что ты покажешь? Сначала будет Тело Вип, потом Барспин, Ванетти и постараешь трешку. 360 точнее. Хорошо, давай, мы держим кулачки. Тейл вип. Давайте поддержим, Барс. поддержим. Давай, Данил. И Ванетти. О, 360. Браво, Данил. Большое спасибо, что ты нам показал свой вид и направление. Да. Ну что, Слава, ты удивлен? С каждым годом все больше и больше людей. И возникает у меня вопрос. Любой может участвовать в зажигании, неважно. Да, абсолютно От любой, статуса. вот, независимо от статуса, положения и даже физических возможностей. Просто главное у человека это желание тренироваться, заниматься своим видом спорта, который ему нравится, который дает ему энергию и пробовать свои силы. И ничего страшного в этом нет, участие в фестивале абсолютно бесплатное.
Можно просто каждый год приходить, пробовать, Дорогие пробовать, телезрители, пробовать. у нас, получается, фестиваль «Зажигай» проводится в Якутии, в республике Саха-Якутия, и каждый участник ничего не платит. Ничего не платит, но при Бесплатно этом приходит, получает, записывается. получает уважение, внимание, респект и, Ну, возможно, это даже красота, призовой фонд. красота. Вообще И шикарно, по-моему. Да, Слава, расскажи еще, до эфира мы разговаривали, ты Мгм. сказал, что будет, чуть ли не сказал, «Звездный десант». Да, ну По это району. уже дальнейшие планы у нас Мгм. По работе. То есть работа в целом зажигает не только фестиваль, фестиваль это итоговое мероприятие. Так в течение года у нас очень много разных действий происходит. В августе у нас будет значит, круглый стол с главами КДМ округов, это комитетов по делам молодежи, да, разных наших районов, где мы будем уже обсуждать рабочие моменты, как вот, с молодежи, какие-то другие действия. Да? Вот. И с сентября у нас начнется звездный десант по районам республики. Это уже 3-й год проводится такая инициатива. И до августа, да, получается? С сентября по декабрь. По декабрь. Да, с сентября по декабрь. Мы выезжаем в ближайшие районы, куда мы можем добраться, да, на машине там, или как-то еще. И выбираем какие-то популярные направления, которые им бы самим были интересны. То есть их отделы молодежи к нам, допустим, просят некоторые направления привести специально, либо мы сами приезжаем там с брейкдансом, с паркуром, трикингом, с воркаутом. А сколько И- человек будет в команде, кто поедет? В среднем около 5 ребят. Толя тоже? Толя постоянно с нами ездит, да. А То есть Данил, Дуня? Дуня, я думаю, если не откажется. В основном все зависит от условий. Если Дуня в этом- сама удивленная посмотрела на Славу. Если условия позволяют в данном населенном пункте провести, да, какие-то мероприятия, почему нет, да? В основном просто это зимнее время, и в зимнее время единственное, что можно сделать, это либо в каком-то теплом зале, да, спортивном, там, Да. борцовском провести что-то. Соответственно, мы немножко ограничены в этом плане. Вот, но так А никаких какие районы ограничений. вы хотите посетить, вот, если уже план составлен? Ну, конкретного плана сейчас пока что еще нет, мы принимаем заявки от районов, то есть, ну, ближайшие, скорее всего, это будут Хандага, то есть, ну, в основном это центральные населенные пункты, которые объединяют, да, как бы, ближайший район, да. Вот, соответственно, как бы, ну, в Тиксе мы, может быть, и хотели бы. В Чукурдах. В Чукурдах тоже, но это все упирается в финансовые возможности, да, это самолет, Вы же не дорогой. первый раз, получается, Не первый. путешествуете? Не первый. Мгм. Уже третий, если я не ошибаюсь. Третий по республике, да, и параллельно с этим мы стараемся выезжать на чемпионаты по другим направлениям по Хорошо. России. Ну, большое спасибо, дорогие, что вы пришли, да, и представили фестиваль «Зажигай». Большое спасибо. Давайте вот так, давайте так. Дуня, спасибо, спасибо. Ну, а теперь все вместе мы должны это слово сказать. На камеру. На какую? На первую. На счет 3. Давайте все станем. Толя, чё? Давайте, Чё у нас Толя? мало времени. 10 секунд. Давай. Итак, зажигаем вместе Вместе с с нами! Вау! Добрый день, дорогие телезрители. Мы снова в прямом эфире. Большое спасибо, что вы остаетесь с нами. Не переключайте канал НВК Саха и Саха-24. И у нас снова интересные гости. И тема обсуждения будет у нас Open лекции. Я бы хотел предупредить, кто у нас в гостях. Это Туяра Павлова. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Также Наталья Прокопьева. И, конечно же, Никита Аргылов. Давай, поможешь. Ну что, расскажите, кто будет начинать? Никита, Людмила, Наталья. Расскажите, пожалуйста, про лекции, которые будут у нас. И уже прошли, да, получается, и будут еще. Но мы стартанули в июне, Стартанули. и вот уже вовсю. На самом деле мы стартанули в ноябре. Проект назывался «Наш университет лекции». И в течение учебного года, до мая, до конца мая, мы выпустили 61 лекцию. Но они по 13 минут, в студии А сколько записываются. минут? 12 минут? По 13 А, по минут. 13 минут. Да, они транслировались на НВК Мгм. Саха-24. Они в YouTube-канале у нас. 61 лекция по 13 минут по разным областям науки. И мы в мае, конечно же, вместе со студентами ушли в отпуск. А в летний период мы решили немножко поменять формат и выйти в народ. И в формате парковского лектория у нас встречи преподавателей, профессура с населением. А чья идея, Людмила? Наша идея, университетская идея. Он скромно молчит, Скромный. а Это я не Никита скромно всё добавлю. придумал, да, Это получается? Никитина идея, да, Никита. немножко расскажу. В мае, значит, наш проект завершается, финальный. Вот, и он говорит, как тебе такая идея? Парковский лекторий. Конечно, это же классно. Так делают в больших городах, люди приходят. И мы думаем, почему бы и нет, надо пробовать.
Это как в И- советское время, да, получается у нас? Все Ну, приходили. у нас Не, нет, я имею в виду, просто я видел советские фильмы, были такие лекции. Все приходили, кому не лень, бесплатно все это, правильно? Ну да, мы совместно с обществом знания это проводим, газета «Якутск вечерний». Да, мы вспомнили 46-й год, когда общество знания первый раз... После войны, да? Да. Руководство страны решило людей просвещать. И мы в Якутске тоже в 2017 году только решили просвещать. И по каждую субботу с 5 часов, все 3 месяца... Каждую субботу с 5 часов вечера. Да, Место? все 3 месяца в городском парке, Мгм. в лесной библиотеке у нас проходит лекторий. Тоже в это время, Первый да? 5 стартовал часов 3 весной? июня. Мгм. Да, завтра будет профессор кафедры якутской литературы Прасковья Сивцева-Максимова. Мгм. Ее лекция будет посвящена теме лирики Семена Данилова. Мы знаем, что братьям Семену и Сафрону Данилову 100 лет в этом году исполняется юбилей, но в рамках этого она, как исследователь творчества выдающейся поэта, будет делиться своими знаниями. Я сразу засыпаю. Да, Никита так все тише и тише и тише. Я стараюсь слушать, что. Хорошо, Никита, все-таки хотелось бы спросить, сколько всего участников будет? Сколько всего участников? Вообще Вы у же нас все равно лекторов, статистику да. сделали определенную свою. Это же не первый раз вы Вы проводите. имеете в виду, сколько бывает Да, в слушателей? общем, слушатели. Знаете, от 70. И От для 70. нас, да, очень Разношерстные. много. Да. В зависимости Публика у от темы. нас, да, зависит от темы, естественно. То есть у нас была такая тема. Геннадий Пальшин приходил, он очень известный. Кто он? Травматолог. Травматолог. Вот. Да, он рассказывал о костных болячках. Вот. Потом у нас был Константин Степанов, он рассказывал о правильном питании. То есть мы О рациональном аудиторию, питании. да, о рациональном питании, верно. Вот. И мы никого не ограничиваем, да, то есть аудитория у нас самая широкая, и мы думаем, это хорошо. То есть любой не человек, только желающий, студенты. тоже может позвонить, например, вам, да, в вашу команду, и сказать, я хочу там, выступить, если аудитория Ну, будет или не будет. Нет, на самом деле... Или как это все происходит? На самом деле мы разговариваем с ведущими нашими исследователями, профессурой, да, Мгм. которые готовы в летнее время встретиться с населением и пообщаться. Вот наш университет лекции, это же были монологи. Это тоже, в принципе, монологи, но с аудиторией. Вот я рассказала, 70 плюс аудитория. И это все записывается на видео, потом это публикуется в Ютубе. А сколько просмотров уже в YouTube? Ну, у нас пока 200 плюс. 200 Да, ну и будет больше. Ну, конечно, конечно. Конечно, темы потому Тем что более YouTube не так актуальные. популярен у Мгм. нас. НВК у нас, конечно, фаворит Да, номер один. да. Но мы за вами. За вами, да. А я хочу еще добавить, вот отдельно отметить, что у нас очень активная и такая теплая аудитория. Вот, поэтому, то есть, по сути, у нас это лекция, монолог лектора, но люди, они всегда участвуют. То есть у нас никогда Консультация. такого не было, чтобы люди такие, спасибо, стали уши. Нет, они всегда активно задают вопросы, потом после лекции фотографируются с лектором. Это круто же. Людмила, да, вы очень много рассказываете. Туяра, Ну, не суть. Людмила. Да, я всегда путаю до первый эфир, когда заход был, я сказал Вадим, Данил. Ничего, ничего Да, страшного. извините, Туяра. Все-таки у меня вопрос. Вас же двое. Молчит почему-то всегда Наталья. Наталья, и Наталья вопрос, Юрьевна. получается, 5-я лекция когда у нас будет? Ну, 5-я. Она будет 7 июля, и я приглашаю всех. И мы поговорим о психологической безопасности как таковой, потому что вот в этом мире достаточно сложном хочется сохранить свое душевное спокойствие, что можно сделать, как это можно сделать, какими приемами можно использовать. Я расскажу о так называемом психологическом айкидо, которым не часто люди пользуются. Это, Но например, факт. это как? Мастер-класс можете Приходите. мне дать? Приходите. Нет, сделайте Нет, такой анонс приходите. маленький. А как айкидо? Айкидо. Ну, я знаю, что это боевое искусство. Да. Ну и как можно сделать так, чтобы мы получили, остались довольны общением, да, не прибегая к грубой физической силе? О, Господи, это я на меня смотрит, аж как Я страшно вот так же стало. смотрела, когда мне Наталья Юрьевна рассказывает, говорит, хочу рассказать об этом. И я, вау, а расскажите сейчас мне. И прям не терпится, потому что это же очень полезные в нашем обществе такие навыки. Вот, и люди должны знать. Это главное, чтобы детей еще обезопасить, потому что под ударом-то, собственно говоря, часто бывают дети. Да. И что нужно сделать так, чтобы ребенок у меня не вырос с чувством вины и не был такой подавленный. Это как обороняться, То есть, грубо я получается, скажу. конфликтные ситуации мы Да, разрешаем Да. в примере вашего, да, получается? Да. И хотелось бы спросить у Никиты. Никита,
А получается, в дальнейшем какие еще будут мероприятия, чтобы все уже знали об этом? Ну, я расскажу. Такая возможность? Да. Ну, во-первых, каждую субботу с 5 часов. Это у нас запомнили? мероприятия проходят. Они у нас, получается, вообще СВУФУ, как Центр науки и образования на Северо-Востоке, она должна заниматься, кроме образовательной деятельности, и просвещением населения. То есть для тех, мы очень рады видеть, когда мы же проводим предварительную регистрацию людей, они, получается, приходят мотивированные, то есть на специальную тему. И наше большое достижение, мы считаем, что люди, когда к нам приходят, они, во-первых, приходят сами, их никто не загоняет. Никто не заставляет. Да. Второй момент, они сидят до конца. То есть бывает же так, что люди Да, вот встают, вышел уходят. демонстративно, и неприятно. Ну, человеку, нет, который не пришел потому, рассказывать. что как бы, ну, они же пришли, потому что их попросили, грубо говоря. Вот. И темы, на самом деле, вот первым мы начинали с философии, потом пошла медицина, потом пошла, ну, в принципе, тоже медицина, но как-то на самом деле с психологией тоже связаны, да, то есть пищевая привычка и так далее. А как вы находите? Завтра литература будет. Ага. 7 июля Наталья Юрьевна у нас тоже психология будет. Потом у нас ожидает археология, заселение Якутии, как она происходила по результатам раскопок. Да? Потом у нас будет экономика обязательно, Туяра Гаврилева, профессор, будет рассказывать. И вот эти все области наук, они у нас пройдут до конца августа. 29 августа последняя лекция будет же, да? 26-й. 26 в августа, субботу да. тоже. Вот. И где А мы можем увидеть график, план, расписание? график-план мы нигде не вывешиваем, мы, в принципе... Это в интернете получается? Да, на сайте университета. Ну, это же лето, и мы как бы с каждым профессором общаемся индивидуально, и они как минимум за неделю выходит анонс. За неделю? Да, мы минимум. заранее анонсируем, это все можно проследить в наших соцсетях, вот, потом это можно Многочисленные найти. наши информационные партнеры, У там нас, да, Сахалаев, Ньюс ЕКТ, Якутск Вечерний, Эхо Столицы, Килинкорот и все другие издания, они об этом широко освещают, рассказывают. Поэтому, ну, широкую освещение мы, конечно же, получаем поддержку от Якутска Вечернего. То есть там выходит анонс мероприятия, что будет, и выходит еще постфактум, то есть о чем рассказывали вкратце корреспонденты пишут. А самый большой рекорд, который у вас, ну, получается, получился, очень много людей пришло в аудитории, это когда и где, и когда произошло? Но это все у нас проходит в лесной библиотеке. 70 человек, вы сказали, да, что обычно? Ну, Плюс. плюс. Но самое большое количество людей, конечно, было у Геннадия Пальшина. Вот Сколько у человек Пальшина было? же было, когда люди стояли даже на улице, то есть в беседку люди не влезли. Ну, беседка все равно же Не, ограничена. Ну да. было Очень много. стоячих людей очень было много у философа Виктора Даниловича. Кстати, да. Да, у него было, конечно, так. Но мы не Вы подготовились. не считали Мы там не, и мы так не далее? подготовились к его визиту. Мы думали, будет скромное количество людей. Оказалось очень много. И очень много, на самом деле, еще оказалось людей, которые не смогли прийти. Не нашли нашу лесную библиотеку в парке. Поэтому Ну, в парке это круто, конечно. Разрешение все дали вам, все легко и просто. парк наш Конечно, основной это наши партнер. партнеры. Директор поддерживает нас большим удовольствием, потому что мы прекрасно знаем, что наш парк преобразовывается, оно становится пространством, удобным для отдыха, ну, в том числе и, получается, образовательные вещи там тоже должны проходить. Я всегда с удовольствием И мы- слушаю Никиту. Да, мы друзья хорошие. Вот постоянно он очень хорошо рассказывает. То перебивать его даже не хочется. Очень. Но перебил. Перебил, извини. Ага. Ну и все-таки, получается, вас только в команде 3 человека? Нет, у нас много, конечно. Сколько всего в команде? Кто занимается этим? Ну, пальцам занимается полностью все управлять. Студенты, получается, тоже помогают, приходят. Волонтеры. Нет, Это наше волонтеры, управление. да. Волонтеры, да, вот. Да, университетские волонтеры поддерживают нас, да, они стоят у входа, как Мне щас правило. Но первые табличка. лекции точно они стояли, потому что люди же не знают, как... Ну что, дорогие, большое спасибо. Спасибо Так, Туяра, вам. Наталья и Никита. Мы обязательно придем. Приходите, Кто конечно, свободен, обязательно. кто не ушел в Приходите. отпуск. Если что, если Никита позовет, я приду обязательно, послушаю, посижу. Ну что, дорогие телезрители, вы смотрели летний эфир. Встретимся через 2 дня.